Друзья, всем привет! Продолжаем обсуждать с вами новости уходящей недели. В прошлых новостях я вам рассказывала, как на сына моих друзей напали в центре города и угрожали ножом. Оказался свидетелем прохожий, который являлся также адвокатом. И он взял сына моих друзей, подростка, и отвел его в полицейский участок. Там он дал показания, и там дали свидетельские показания. И причем наш знакомый подросток, он знает этих ребят, которые на него напали. Это местные гопники, которые очень часто нападают на молодых ребят, вымогают у них деньги или что-то ценное, что у них при себе есть. И вот так они делают постоянно. Но в этот раз им это с рук не прошло. Наши знакомые пошли в полицию и оставили заявление в полиции. Я вам обещала рассказать, чем это дело закончится. В итоге полиция, европейская добрая полиция, она никого, конечно же, не арестовала. Она, видимо, как я догадываюсь, начали проводить какие-то профилактические меры. Возможно, участников этой банды стали вызывать на какие-то разговоры в полицейский участок, а возможно, вообще никуда не вызывали. Может быть, просто обошлось дело одним звонком. Может быть, следователь просто поговорил по телефону. Пока это не ясно. Но после этого случая нападения повторились, и нападения стали более жестокими. На парня напали, когда он один раз шел со своими приятелями, и они как-то отбились. Второй раз на него напали в масках с каким-то кожаным ремнем, повалили на землю, стали душить. И в третий раз на него напали прямо перед входом в его училище и ударили железной трубой по голове. Нанесли ему тяжелые травмы, пришлось ехать в больницу, пришлось накладывать швы и пришлось снова обращаться в полицию. В этот раз уже полиция была не центрального района Любляны, а Бежеградского района Любляны. И только после вот таких жестоких нападений Бежеградская полиция сказала, что теперь у нас есть достаточно улик против главаря этой банды, хотя ему, кстати, всего лишь 16 лет. И у нас теперь достаточно улик, и мы можем его закрыть еще до суда. Но вы знаете, как бы нам от этого всем спокойнее не стало, потому что даже если закроют вот этого главаря, вот этого зачинщика, то другие члены банды, которые также нападали, также душили, также надевали на себя маски, угрожали, они останутся на свободе. А помимо этого, как нам стало известно, отец вот этого вот хулигана, вот этого главаря, он, оказывается, тоже связан с какими-то криминальными элементами. И то есть вообще непонятно, что делать в этой ситуации. Полиция работает очень-очень медленно, а ребенок не может ходить на учебу. То есть сейчас он на больничном дома, и ему придется переводиться в другое училище в надежде на то, что эти бандюганы, эти гопники не смогут его выследить. Что бы вот вы посоветовали, как поступить в этой ситуации, если бы это был ваш близкий человек или это был бы ваш ребенок? Как бы вы повели себя в этой ситуации как родитель? Что нужно делать в такой ситуации, чтобы уберечь своего ребенка? Мне в голову приходит только дополнительная мера. Нужно трубить во все колокола, нужно сообщать об этой истории в СМИ, нужно, чтобы журналисты расширяли эту историю и привлекали к ней внимание. Следующая новость, как из какого-нибудь блокбастера. Audi, полная мигрантов, ехала со скоростью 230 км в час, после чего врезалась в стену. Сотрудники управления полиции Любляны стали свидетелями пьяного вождения. Несмотря на предупреждение, водитель не реагировал на сирены. Сотрудники полицейского управления Любляны попытались остановить транспортное средство на шоссе, но оно не остановилось, а только ускорилось. Полиция несколько раз останавливала водителя по дороге, но он ехал скоростью более 230 км в час. В результате такой быстрой езды автомобиль врезался в стену.
после чего несколько человек убежали из автомобиля. Полиция арестовала 6 человек, в том числе 4 граждан Пакистана, гражданина Индии и гражданина Бангладеша. И вот что интересно, в результате такой быстрой езды и после столкновения со стеной пассажиры вообще не пострадали и только получили легкие травмы 2 пассажира, находившиеся в багажнике. А водитель легкового автомобиля Audi A6 с венгерской регистрацией скрылся. Полиция сейчас открыла уголовное дело в отношении водителя и его пассажиров. К сожалению, Словения уже не такая безопасная страна, как мы привыкли думать. В понедельник около 10 вечера 3 вооруженных мужчин подошли к 2 прохожим и потребовали отдать им все деньги. Прохожие сильно испугались, отдали все ценное, что у них было, и эти 3 подозреваемых скрылись в толпе. Но потерпевшие очень быстро сообщили в полицию, полиция окружила район и по описанию быстро поймала двух вымогателей. Эти вымогатели в ближайшее время предстанут перед судом. А вот интересно, если бы к вам подошли в центре и стали угрожать оружием, какая бы реакция была у вас? Вы бы тоже отдали все свои деньги или бы, возможно, начали бы сражаться или убегать? Мне-то, сидя на диване, мы-то, конечно же, кажемся себе смельчаками. Мне кажется, что я бы, наверное, ничего бы не отдала, наверное, бы просто бы убежала. Но, возможно, скорее всего, это не так. Скорее всего, тебя парализует страх, и, конечно же, ты готов абсолютно все отдать. Местные жители категорически против строительства ветряных электростанций в Пахорье. Строительство более 50 ветряных электростанций в Пахорье очень беспокоит местных жителей. Местные жители также сформировали гражданскую инициативу, выступающую против такого рода строительства. В Пахорье планирует построить 56 ветряных мельниц компания с очень странным названием «Энергия на ветер», как будто бы деньги на ветер. И они рассчитывают в ближайшее время получить разрешение на строительство. В первую очередь местных жителей беспокоит то, что ветряные электростанции будут построены невероятно близко к жилым домам. Одна из ветряных мельниц будет построена всего лишь в 160 метрах от жилого дома. А также в Словении очень ценится земля. Земля здесь невероятно играет большую роль в жизни всей Словении. И, конечно же, люди беспокоятся также за свое фермерское хозяйство, также беспокоятся за туризм, за отели, за то, что эти ветряные станции будут мешать обычной, нормальной жизни Словении. По словам инвестора, данные ветряные электростанции будут снабжать энергией около 2000 домохозяйств. Ну, конечно же, энергия очень нужна людям, и сейчас взвешивают все за и против. И, конечно же, помимо того, что нужен просто свет и тепло, также растет количество электрических автомобилей, которые тоже нужно где-то заряжать энергией. Но еще хочу добавить, что в Словении очень большую роль играют вот эти вот общественные инициативы. И если народ категорически будет против строительства этих ветряных электростанций и обратиться в суд, то очень много шансов, что строительство не получит разрешения. Последняя новость обрадовала всю Словению. Популярная группа Joker Out вышла в финал популярного европейского конкурса Евровидения. Поздравляем ребят с выходом в финал и надеемся, что они победят. Но, конечно, это маловероятно. Друзья, не забывайте, пожалуйста, оставлять свое ценное мнение в комментариях, подписываться на канал, ставить лайки и до новых встреч. Пока-пока!